Слегка подкрутить весы и заставить покупателя заплатить чуть больше, чем нужно – одна из распространенных уловок недобросовестных продавцов. Правда, с этой незамысловатой хитростью Хульмат Шаухалова познакомилась только сегодня во время проверки. На рынке работает уже не один десяток лет, и мысль хоть раз обмануть свою совесть и кошелек покупателя даже и не мелькала в голове. Весы электронные. Никогда проверки администрация часто делает. У нас есть лаборатория, которая смотрит. Покупатели, никогда такого не было, что покупатели на нас обижались. На наших весах можно золото купить и продать. Вот такие у нас точные весы электронные. На сколько? Подобного рода проверки так называемого весового хозяйства у продавцов проводятся членами регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках проекта «Народный контроль». Есть нарушения, есть расхождения. Иногда даже весы, которые стоят в пользу покупателей, даже есть. Поэтому впредь это просто пока начало, впредь будем проверять, пока никого не наказываем. Будем проверять, в соответствии с законом наказывать. Эта проверка будет не то, что здесь вообще по всей республике будет, во всех точках будем проверять. К проверке подключены и представители Роспотребнадзора, Назрановской администрации и городского общественного совета. Сегодняшним мониторингом различных торговых точек они остались довольны. В большинстве случаев весы показывают точный результат. Есть и недостатки, которые будут наверняка устраняться. Народный контроль этого потребует со временем, все это устранится. Проверки весового хозяйства не соответствуют срокам. Установлены сроки в год один раз проверять весовое хозяйство в лабораториях. Эти проверки не устраиваются. Продавцов предупредили, обязательно проверять весовое оборудование в лаборатории. Это правило действует для всех. Так же, как и постановка торговой точки на учет в налоговой и других службах. Параллельно участники рейда уточняли у владельцев, зарегистрировались ли они как индивидуальные предприниматели. Кто здесь хозяин? Во время рейда многие из продавцов обещали исправиться, но организаторы еще раз напомнили им, за повторные нарушения может последовать и административное наказание в виде штрафа в размере от 3000 рублей. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.